Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вчера мы начали тему заката, и вчера, можно сказать, было больше как вступление, значение слова аз-закат. Что такое закат в шариате, в религии, его место в религии, его обязательность, некоторые его пользы и некоторые наказания за невыплату заката. И также мы смотрели основные условия заката, так как человек должен быть мусульманином, человек должен быть половозрелым и разумным, по мнению некоторых ученых. Человек должен владеть полностью имуществом, чтобы из него оплачивать закат, чтобы имущество был собственник, то есть частный собственник, хоть один, хоть 5, хоть 10, хоть больше, чтобы имущество достигло определенного количества, то, что называется нисабом, определенной суммы. Только после этого начинается, можно говорить о закате, но еще должен пройти 1 лунный год, так как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Валейса фи малин закатун», что в имуществе нет заката, с имущества закат не уплачивается, хатта яхуля алейхи аль-хауль, пока не пройдет 1 год, 1 лунный год. И когда имущество достигает нисаба, с этого момента начинается отсчет года, и только через год мы смотрим, платить закат или закат не платить. То есть не сразу. Это касается, то есть прошествия года касается большинства видов имущества, с которых закат выплачивается, кроме некоторых, потому что, скажем, урожай выплачивать нужно сразу, а год ждать не нужно. И также клады, которые закат выплачивается также сразу, после того, как человек их нашел, а все остальное, что будет иншаллах упомянуто, с них закат выплачивается только через год. Только через год, если что-нибудь останется из имущества. Понятно, что у человека должно быть намерение выплаты заката, так как без намерений ни одно дело не принимается. И человек, выделяя имущество или отдавая имущество, весь закат у него должен быть ният, намерение, что это именно закат. Конечно, можно не сказать человеку, что это закат, но главное, чтобы у него в сердце был ният, было намерение, что это закат. Это может быть момент, когда человек выделяет определенную сумму, что это закат. Скажем, человек проводит ревизию всего, что у него есть. Когда наступает, то есть проходит год, проверяет все, что у него имеется, садится, все считает, и когда, скажем, посчитал все, что у него было, скажем, и узнал сумму заката, он взял, скажем, ее, отсчитал, положил отдельно, это уже у него есть ният. Если он так сделал, намерен, что это будет закат, потом уже отдавая сам лично или же передавая через кого-то, уже больше ничего, в принципе, намереваться не нужно даже. Это первое намерение хватает. И закат человек может отдать сам лично или может через кого-то. Поэтому в любом случае у человека должно быть намерение, так как это поклонение, а поклонение без определенного намерения, оно не принимается и не считается. Также человек при выплате заката должен следовать тому, что приводится в шариате, в исламе. Потому что в исламе определены, с чего выплачивается, сколько, когда и кому. Здесь уже человек не может то, что я так хочу, или мне так нравится, я хочу тому или следующему человеку. Здесь все, скажем, есть определенные рамки. Понятно, что в некоторых вопросах есть небольшие разногласия, разные чтения между учеными, но все равно это даже нужно быть все равно в рамках именно этих мнений. То есть даже человек не может выйти, скажем, за их пределы
И закат — это же имущество, которое человек выделяет и передает кому-то. То есть условием также ставят передача этого имущества, скажем, богатым, бедному или закатоплательщику, закатополучателю. Получается, нужно это имущество взять и кому-то отдать. То есть именно понятно, что раньше, когда не было, скажем, карточек, когда не было перечисления денег, когда там деньги отдавали имущество лично в руки человеку, то есть или сам, или через кого-то, это уже роли не играет. В наше же время, скажем, хоть человек отдаст сам лично ему в руки, или, скажем, перечислить на его счет эти деньги, это одно и то же, равносильно, потому что это есть передача, то есть так, это есть акт передачи одного лица другому лицу. Поэтому закат — это что-то передается, и исходя из этого, скажем, прощение долга закатом не считается. Если, скажем, человек закат должен выплатить, скажем, там есть человек, который ему деньги должен, и, скажем, та сумма как раз соответствует примерно сумме долга. Человек не может сказать ему, что я тебе прощаю эти деньги, пусть это будет закатом. Потому что он же ничего ему не передавал, так ведь. Потому что тот человек ничего не получал от него. Если он хочет, то он ему даст ему в руки. Потом человек и захочет ему вернуть, захочет ему не вернет. Да? Скажем, эти имущества, но прощение долга как закат не считается. Не считается, потому что нет акта передачи из рук в руки, скажем, или там перечисления средств кому-либо другому. Поэтому, скажем, там, где нет передачи одного лица другому лицу, закатом, в принципе, скажем, закатом это не считается. Не считается. Есть, конечно, некоторые мнения, где какие-то виды считаются, потому что как прощение долга, скажем, ученые, не считается. И, скажем, прощение долга, скажем, за умершего человека, тем более, не считается как закат. Или же, скажем, какие-то, скажем, тратить деньги на что-то общественное, то есть не на личные нужды, скажем, а на какие-то общественные нужды, деньги заката платить будет неправильно, потому что нет получателя. Потому что нет какого-то одного лица, который их взял себе, эти деньги, это имущество. Когда, скажем, ты даешь кому-то, что-то общее, да, получается, скажем, не собственнику, значит, это закатом считаться не будет. Поэтому необходимо, чтобы была передача. Передача, хоть там животным, хоть отдали животными, хоть отдали деньгами, хоть золотом, хоть чем-то, но нужно передать из рук в руки. То есть из одно лицо должно, скажем, передать другому лицу. Скажем, как это не важно, так, потому что хоть лично, хоть через счет, хоть через человека, роли не играет. Потому что иногда некоторые люди, скажем, понимают, что из рук в руки, скажем, и, скажем, то, что положить на счет человека, там, на телефонный счет человеку деньги, начинают спрашивать, можно или нельзя. То же самое, скажем, касается, скажем, и садаха фитр бывает, если человек отдает деньгами, также, скажем, должен передавать кому-то. В любом случае, чтобы от тебя ушло, до него дошло. Там способы могут быть разные, это уже не важно. Какой способ, главное, чтобы цель была достигнута. И если закат стал фарзом, если прошел год, человек провел ревизию, оказалось, что он должен выплачивать закат, то, по мнению многих ученых, нужно выплачивать сразу, то есть или же в ближайшее время. Потому что сразу, если у тебя есть что отдавать, или, скажем, в ближайшее возможное время, когда у человека, скажем, может не быть на руках, потому что, скажем, в настоящее время есть люди, которые, скажем, у них есть магазин, там, может, у него там товар на миллион, а на руках у него нет ни копейки, потому что все в товаре. Пока он все оттуда, то есть деньги у него появятся, пока он продаст на нужную сумму, пройдет какое-то определенное время. Поэтому, но в любом случае, если закат стал фарзом, в ближайшее время, в ближайшее возможное время закат нужно выплатить, потому что это поклонение, у которого есть определенное время, срок, и с ним не стоит затягивать без, скажем, причины. Если есть причина уважительная, тогда, иншаллах, ничего страшного. Если нет причины, то, скажем, откладывать не стоит. Не стоит, хотя есть некоторые ученые, которые считают, что, скажем, можно немножко откладывать на какое-то время, скажем, даже если нет у человека какой-то причины, но в любом случае это айбада, поклонение, и, скажем, человек должен, скажем, его выполнить перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, чтобы, скажем, с его плеч этот груз был снят, это ответственность, это обязанность, скажем, чтобы, скажем, от нее освободиться, человек должен постараться как можно быстрее это совершить. В то же время, то есть если откладывать нежелательно, без причин уважительных, можно платить раньше.
откладывать нежелательно, человек может отдать закат раньше. Понятно, если человек имеет имущество, знает, что у него, скажем, когда, скажем, если осталось там полгода, там несколько месяцев осталось, и появился кто-то очень сильно нуждающийся в деньгах, скажем, и человек, скажем, знает, что у него закат будет, скажем, только еще через полгода, скажем, и знает, что, то есть он уже опираясь на многолетнюю практику, что у него, иншаллах, скажем, если даже станет меньше, намного меньше не станет, то есть там есть какая-то стабильность в его, скажем, делах, в его бизнесе, то человек может немного пораньше закат отдать, его выплатить, потому что приводится, что посланник Аллаха ﷺ взял у своего дяди Аббаса закат на 2 года раньше, то есть за 2 года вперед. То есть там пришли люди, которые были бедные, которым нужно было имущество. Мухаммад там ничего не было под рукой, поэтому он попросил у него, чтобы он ему отдал закат за ближайшие годы. Поэтому, то есть, если настало время, лучше поспешить. Если время не настало, и есть такая ситуация, когда есть кто-то очень нуждающийся в чем-то, то, скажем, ему можно закат отдать и пораньше. Пораньше, вот понятно, когда человек должен записать, потому что когда придет время заката, он сделает ревизию всем своим имуществу, всем своим деньгам, и там уже посмотрит, скажем, он меньше или больше отдал. Потому что если он отдал больше, ничего страшного, потому что есть сумма заката, все, что больше, будет от человека. То есть добровольно, будет как садака. Ему, иншаллах, если человек отдал меньше, получается, он там уже должен будет доплатить сумму, которую он не додал. И, как мы говорили, что исходя из того, что слово закат означает рост, увеличение, то закат выплачивается только с того, что растет, что увеличивается, что дает человеку прибыль. И поэтому все то, чем человек пользуется каждодневно, постоянно, то есть какая-то сумма денег, которая нужна ему на жизнь, скажем, на хлеб, на молоко, так, на бензин, скажем, или, скажем, то, в чем человек живет, его дом, его квартира, то, что человек передвигается, его автомобиль, тот человек одевает, тот человек, скажем, вся его там мебель внутри его дома, скажем, все, скажем, у него, если человек зарабатывает деньги чем-то, все его инструменты, все они закатом не облагаются. Скажем, они не являются тем, с чего закат выплачивать нужно. Поэтому, когда у нас обычно, скажем, на вечерних курсах преподаешь тему заката, и когда доходим, всем интересно, все ждут то, что, скажем, узнать, сколько нужно платить, все, потому что все думают то, что все не закат должны платить, потому что говорит, квартира есть, так, машина есть, там, дача есть, гараж есть, значит, человек как будто богат считается. И когда начинаешь проходить постепенно, когда начинается все, с этого не нужно, с этого не нужно, с этого не нужно, остается, что ничего не остается у кого-то. Так, у кого-то что-то остается, возможно, у кого-то большинство не остается. Ничего абсолютно, поэтому, скажем, то, что человек живет так, эти вещи, они, скажем, не являются, скажем, таким богатством, скажем, да, потому что, скажем, квартиру нужно смотреть так, там, квартира сейчас большая, так ведь. Поэтому, скажем, машина тоже нуждается, скажем, бензин, там, ремонт и так далее. Поэтому все эти, скажем, расходы человек несет на все это. Скажем, получается, если расходы будут и на это еще, потом еще расходы еще на закат, получается, там уже закаты будут, скажем, расходы будут там двойные, тройные. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля с этих вещей закат платить не обязал. Не обязал, поэтому, скажем, дом, квартира, скажем, маленькая, большая роль не играет. Даже когда если 2-3 квартиры у человека есть, пока, скажем, они просто стоят, они как бы не являются, скажем, товаром, который человек купил, чтобы продавать, скажем, или там ждут своего времени, то эти, скажем, хоть одна, хоть две, закатом не облагаются. И, скажем, человек, там, его гараж, который человек пользуется, его дача, скажем, сама просто земля, да, получается, сам участок закатом не облагается, скажем, все его средства передвижения, хоть одно, хоть два, хоть три, скажем, автомобили, которые человек использует постоянно, на них ездит, скажем, или там одна рабочая, другая, скажем, на поездки, такие дальние поездки, там, третья газель, может, для грузоперевозок, скажем, если человек все это использует, они в закат с них не выплачиваются. То есть, скажем, одежда, все домашние вещи полностью, которые человек ими, скажем, пользуется, скажем, инструменты, которые у человека есть, все это в закат не входит. Все это не входит, поэтому в закат есть определенное имущество, определенные вещи, человека, про который мы, иншаллах, сегодня начнем говорить. И
имущество, с которого закат выплачивается. Если мы говорили о том, что закат не выплачивается, значит, осталось сказать о том, а с чего все-таки закат нужно платить. Всего это имущество, все эти имущества можно поделить на 4 группы. То есть в каждой из них могут входить еще несколько вещей, но как общие 4 группы имущества человека, с которого закат выплачивается. Первое – это пасущиеся домашние животные, потому что есть условия, чтобы они паслись, обязательные, поэтому аль-ан'аму саима, есть пасущиеся, которые выходят на пастбище, выгуют на пастбище, то есть и только домашние животные, там, и то их там несколько штук всего, то есть не все домашние животные, а некоторые определенные категории. Это первая группа. Второе, второе это золото и серебро в основе, то есть и все, скажем, то есть с ними связано, то есть золото, серебро, скажем, и в наше время, скажем, деньги, скажем, да, и скажем, всякие виды разных ценных бумаг. Все, что является деньгами. Потому что раньше же золото и серебро было, сами были деньгами. Так, да. А поэтому, скажем, когда золото и серебро перестали быть деньгами, когда там стали бумажки, скажем так, там медные, железные деньги появились, скажем, то они заменили их как платежное средство. Поэтому, скажем, деньги сами, скажем, золото и серебро, то есть туда входит и деньги сами, скажем, и все, скажем, то есть, что представляют свои деньги, скажем, разные виды ценных бумаг, скажем, как, например, акции, да, скажем, и подобные им ценные бумаги. Третье – это, скажем, роду тиджара, то есть товары, которые человек, скажем, покупает, чтобы продавать. То есть товары, вещи, которые являются, скажем, уже не просто вещами, а то, что человек покупает, чтобы их перепродать, чтобы на этом себе сделать деньги. Поэтому, скажем, бизнес, да, получается. Бизнес, торговля, все то, чем человек торгует, и все тем, что человек, скажем, покупает, потом, скажем, или там сам товар купил, скажем, купил товар сам, потом его продал за более дорогую цену, или, скажем, человек купил, скажем, материалы, из них сделал товар, потом продал, скажем, роли не играет. Поэтому, если человек купил что-то, скажем, в любом виде, хоть сырье, хоть уже готовый товар, в любом случае, это товар такой. Потому что если просто человек, если купил готовый товар, он купил его, привез, поставил и продал. Если человек купил сырье, он купил, он из него сделал какой-то товар и потом продал. Поэтому в любом случае это считается товаром. И сырье, и сами готовые товары, это глава, наверное, скажем, интересует многих. И она, наверное, скажем, одна из самых сложных, потому что там есть свои нюансы в этой главе, в этих вещах. И четвертое, это то, что, скажем, извлекается из земли. То, что извлекается из земли, то есть, скажем, все, что связано с землей. Это, скажем, урожай, который получен из земли. И туда входят, скажем, клады, и тут, скажем, там есть свои условия. И по некоторым масхабам полезно ископаемые. Это, скажем, об этом мы говорить, наверное, больше не будем, потому что в нашей стране мы не можем платить закат с нефти и с газа, так ведь, из других полезных ископаемых, потому что у нас, скажем, законы другие, скажем, и все, что находится ниже, скажем, почвы, это государственное, не наше. Поэтому, скажем, верх твой, низ уже не твой получается. То есть это уже по законам Российской Федерации. А вот 4 вида имущества. Животные домашние, золото, серебро, деньги, бизнес, все, что человек покупает, чтобы продать или перепродать, и все, что выходит из земли. То есть урожай и все, что к нему относится. Это считается, скажем, имуществом. Имуществом, то, что называется по-арабски «мэлюн», то есть у татарств есть такое слово, так, «мал», да, «мал», то есть арабов «мэль». Раньше тоже было, как у нас, скажем, относилось только к животным. То есть у них «мал», у арабов было, изначально только называют животных. Потом начали называть и деньги, и все остальное этим словом. Поэтому, скажем, у татар иногда путают, скажем, слово «мал», там, скажем, «мал», скажем, можно сказать, узкое понимание, только домашние животные. Есть «мал», скажем, все так, да, имущество полностью. Арабов то же самое же, как у татар в этом вопросе. То есть и имущество, это, скажем, то, чем человек может владеть. И здесь также есть, скажем, разногласия в том, что такое имущество. Потому что, к примеру, скажем, ханафитские ученые считают, что имущество это то, что можно потрогать. Это то, что осязаемая вещь, это есть имущество, как этот стол, да, да? Вот как одежда, значит, их видно, их можно потрогать. Поэтому, по масхабу Ханафи, скажем, имуществом считается, скажем, какой-то торговый бренд.
к примеру. Потому что бренд, так, его нельзя потрогать, так, скажем, как название фирмы, так, да, его нельзя потрогать же. Потому что, в принципе, скажем, что-то есть, но, скажем, какие, скажем, примеры не являются имуществом по мазхабу Ханафи, скажем, какие-то права, да, скажем, авторские права на что-то. Потому что вещь нельзя потрогать, так, потому что товар, то есть вещь потрогать можно, результат, а скажем, само право так, да, скажем, потрогать нельзя. А другие ученые считают, что все, что можно продать за деньги, это есть имущество. Потому что человек может продать свой бренд, так ведь? Человек может продать какую-то торговую марку. Поэтому, скажем, значит, это имущество считается, то есть, хотя изначально ханафитские ученые так не считали за имущество, потому что нельзя потрогать, скажем, все авторские права, скажем, как бренды и так далее. Другие ученые считают, что продал, значит, если человек может их продать за деньги, другой человек покупает их, значит, это считается имуществом. Тем более в наше время же не все же имущество, что может потрогать, так ведь. У нас много вещей, которые, скажем, неосязаемые, но человек их покупает и продает. Поэтому, в принципе, они могут считаться как имущество, как, скажем, то, что имеет какую-то ценность у людей, скажем, за которые люди, скажем, готовы платить деньги, скажем, или готовы получать за эти вещи деньги. И ученые чаще всего в книгах по закату начинают разбирать вопрос животных, потому что и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах говорил о них в первую очередь, и во-вторых, потому что во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, у арабов самое большое богатство были верблюды и бараны. Эти животные. Поэтому, скажем, денег там было, конечно, но, скажем, вот эти вот животные считались именно самым большим, самым ценным богатством. То есть то, чем владели большинство людей, и, скажем, несмотря на что, скажем, оценилось имущество, да, скажем, положение человека в обществе, его богатство. Поэтому, исходя из этого, этот вопрос рассматривается самым первым. Самым первым, хотя, конечно, скажем, сейчас нам, людям городским, этот вопрос, скажем, можно сказать, оставить на посед, да, можно было. Потому что, скажем, никто из нас не имеет, скажем, не владеет, скажем, коровами, баранами, или верблюдами. И тем более, скажем, у нас в России, хоть люди и владеют, но, скажем, не все условия подходят под выплату заката. Потому что если есть животные, а сюда входят верблюды, коровы и бараны. То есть верблюды, скажем, коровы и бараны, то есть бараны входят еще и козы. И козы входят также, то есть это вот три животных, которых, скажем, единогласно между считается, что заказ их выплачивается бесспорно. Есть еще, скажем, лошади. Это вопрос спорный. Спорный между некоторыми учеными. Нужно, не нужно платить закат с лошадей. Но, скажем, есть еще условия. Есть, ладно, если верблюды есть, коровы и бараны есть. У нас с вами нет верблюдов. Получается, остаются только коровы и бараны в нашем регионе. Но, во-первых, эти животные, если у человека есть, должны быть, скажем, чтобы заказ их платить, они должны быть нерабочими. Если животные будут рабочие какие-либо, то заказ их не уплачивается совсем. Если, скажем, верблюд рабочий, скажем, или, скажем, там, бык, скажем, рабочий, да, скажем, на нем пашет землю, да, как раньше было, скажем, то и они, скажем, с этих животных, или, скажем, верблюды, которые человек, скажем, возит товары свои, как караваны, скажем, сам на них ездит верхом, скажем, или, скажем, лошадь, которую человек ездит верхом, скажем, использует, скажем, в работе, то с ней закат не уплачивается. Потому что нужно, чтобы животное паслось, чтобы оно не работало на хозяина, потому что если работает, получается как машина, да, которую человек есть постоянно, он не может, с нее закат не уплачивает. Также это животное должно быть, человек его содержит, скажем, то есть отпускает на пастбище, чтобы получать молоко, чтобы получать мясо, чтобы получать там, скажем, чтобы они размножались. Вот для этого. Поэтому рабочие животные сразу минусуются, если закат быть не может. Также условие, чтобы эти животные паслись на лугах большую часть года. То есть, или, по-другому сказать, больше половины года. Если даже взять год лунный, не солнечный, на 10 дней короче, то, скажем, чтобы животные, скажем, как минимум 6 месяцев и больше паслись на лугах. Потому что если животное пасет, скажем, если животное будет у тебя в сарае, так это, будет на ферме, и никуда человек не выпускает, скажем, и будет кормить так за свои средства. Получается, потому что и корми сам, полностью обеспечивать так его кормом эти животные, деньги, расходы, потом что платить закат, опять расходы. Двойных расходов быть не может одновременно. Поэтому, независимо от количества, если у тебя животные пасутся только 2, 3, 4, 5 месяцев, остальное время они в сарае, на ферме, и человек кормит их сам, за свой счет,
то получается закат платить с них не нужно. Поэтому у нас, скажем, в принципе, скажем, в России, то есть, вернее, скажем, в нашем регионе, в наших широтах, когда, скажем, у нас лето короткое, когда, скажем, у нас животные не могут пастись по 6 месяцев, так практически, потому что, ну, скажем, конечно, бывает там чуть-чуть, но опять-таки, скажем, когда там в мае выходит, когда нет травы, так ведь, когда там животные приходят полуголодные домой, скажем, и когда, скажем, опять там, в сентябре, опять там, в октябре выходит на пастбище, приходит полуголодное, не наешься, поэтому, скажем, получается, как будто опять человек кормит, да, всю ночь. А здесь имеется в виду, когда то, что южнее, здесь, когда там баран, там овцы пасутся, скажем, месяца по 9, да, пасутся, да, скажем, но луга, скажем, даже человек их не кормит вообще. У нас все равно, скажем, человек же еще и животных ходит там так весь день, человек еще ночью докормит, подкармливает тех животных. Так ведь? Поэтому у нас расходы. Тем более сейчас, когда, скажем, колхозы кончились, когда, скажем, нет бесплатного корма, так, поэтому, скажем, количество коров, там, баранов уменьшилось, да, потому что, скажем, ну, платить за все деньги, скажем, не все этим владеют. Люди теперь поняли, что, скажем, оказывается, животных содержать, есть расходы свои определенные. Не как там раньше, во время колхоз-совхозов, когда было попроще. Попроще, потому что там было много такой, там, в принципе, не учитывалось, там, и, скажем, колхоз-совхоз там со всеми делился, скажем, и сам скажем, имел, и, скажем, рабочие также что-то с этого имели. Поэтому, скажем, у нас, скажем, вот из-за этого условия, скажем, практически в нашем регионе закат выплачивать не получится. Потому что то, что достижение нисаба, то есть у каждого из этих животных есть свой нисаб, количество, поэтому просто там упомянем только вкратце, то есть самое такое, то есть коротко, поверхностно, потому что если кто-то из вас будет владеть, скажем, фермой коров, скажем, или баранов, скажем, и, скажем, сможет их пасти 7 месяцев в году нормально, тогда, иншаллах, он сам посмотрит, да, в книгах найдет именно, сколько платить нужно закат с этих животных. То есть, поэтому должен у нас нисаб, то есть у верблюда свой нисаб, у коров свой нисаб, у баранов свой нисаб, у каждого свое количество, и должен пройти год. Потому что, если, скажем, не сыграть нисаба сегодня, количество животных, значит, ждем еще год. Смотрим, что будет через год у человека, останется или не останется. То есть больше станет у него, или же станет меньше. Закат верблюдов начинается с 5 голов. То есть минимальное количество. То есть нисаб это 5 голов, и с 5 верблюдов не уплачиваются верблюдами, а уплачиваются баранами. Там 5 верблюдов отдаем одного барана, 10 двух, 15 трех, 20 четырех, 25 отдаем верблюду уже. И там, и так далее. Это получается, скажем, кому интересно, посмотрит в книгах. Потому что когда будете иметь 25 верблюдов, тогда, иншаллах, скажем, поговорим, да? Тогда, значит, придете. Тогда объясним точно уж, скажем, кого, там, кому, то есть, кого вам отдавать, да? Из коров должно быть как минимум 30. Если меньше 30, то уже о закате речи не идет совсем. Поэтому 30 голов выплачивается, скажем, там, годовалые, там, телка или бычок, чтобы был год, получается, ну, то есть между годом и двух, так получается. Если год исполнился, еще нет двух. В этом пределе имеется в виду, скажем, потом идет 40, и выплачивается уже двухлетний, скажем, корова или бычок, скажем, и так далее получается. Там, ну, там 30-40, то есть 30-40, вот два числа в коровах. Там 30-40, 30 это однолетняя, 40 двухлетняя. 60, скажем, это 2 по 30, так ведь, получается 2 однолетние. 70 это 30 плюс 40 и так далее. Там, в принципе, скажем, понять несложно. Если, конечно, если есть что делить, так ведь, если есть чего закат выплачивать. И баранов должно быть как минимум 40 голов. То есть, если меньше 40 голов, закат с них не выплачивается. Совсем 40 голов и больше, там уже, скажем, бараны, то есть они мелкие, поэтому, наверное, и там цифры побольше, потом от 40 до 120 отдаем только одного барана. Хоть 40 баранов, хоть 119 баранов, разницы нету. Отдается один единственный баран. Дальше 121 там, до 200 2 барана там, и так далее. Там, в принципе, чем там, с каждой соти получается по одному, чаще всего. То есть дальше уже там, после 300, 400 будет, скажем, 300 с чем-то 3, 400 с чем-то 4, 500 с чем-то 5 и так далее. Там, в принципе, просто. И, скажем, некоторые ученые, и, скажем, и мазхаб Ханафи считали и считают, что, то есть, ну, мнение правильное, что если, скажем, 30 коров, получается, от 30 до 39 одну корову отдаем.
хоть 30 коров будет, хоть 32, хоть 35, хоть 39, получается, скажем, то есть сумма заката одна. То есть только одна, скажем, корова выплачивается, скажем, если там 40 уже получается там другой, после возраста, опять-таки одна. Некоторые ученые считали, что, скажем, с 30 это одну корову, с 31 значит, нужно платить одну корову, скажем, и, скажем, какую-то сумму коровы. И потом, если 32, потом еще там больше получается, там, и тогда получается, то есть одна корова там, и какая-то сумма еще денег получается. Платить нужно, но это мнение считается более слабым. Получается, не важно, там, 30 или 35, или 30 или 39, ну, скажем, то есть выплачиваем, то есть одинаково, без разницы. Хоть там 40 баранов, хоть 119 баранов, выплачиваем одного барана. То есть там, скажем, за каждый баран там, скажем, сумма не растет, не увеличивается. То есть так будет правильнее. Что касается вопроса лошадей, то здесь есть разногласия, так как Абу Ханифа сам лично считал, что закат выплачивается, то есть, но не с рабочих. Если рабочие лошади, то сразу они не рассматриваются как то, чего закат выплачивается. Если будет пастись, когда человек будет там кормить, откармливать, потому что все-таки, ну, может, конечно, мы сейчас отвыкли от лошадей, живя в городе, но, скажем, у меня есть знакомый хазрат, имам в одном из регионов России, у него там с женой 100 лошадей у них. Они разводят, продают, у них 100 лошадей, поэтому, скажем, такое тоже бывает. Просто мы отвыкли к этому, то есть у нас привычка, что мы там, видим лошади одну-две, да, скажем, где деревни еще остались, а есть регион, где там их содержат, да, выращивают на продажу, там, на мясо там, и так далее, да, на колбасу. Абу Ханифа считал то, что закат с них выплачивается, и у Абу Ханифы, скажем, такой принцип, скажем, он часто ни сап не ставит ни в чем, поэтому, скажем, у него не важно, сколько будет лошадей, если они пасутся, не работают, то, скажем, выплачивается 1/40 стоимости всех лошадей, по его мнению. У человека сам есть одна лошадь, скажем, ее сумму берет, скажем, и 9/40, и эту сумму выплачивает. Если будет 2, 3 там, и так далее, просто вся стоимость лошадей на момент выплаты заката, если не выплачивается 1/40 часть их стоимости, этих лошадей. И Абу Ханифа взял, скажем, как доводы, скажем, общие хадисы. Общие аяты хадисы, где сказано, что выплачивает закат с имущества, сказал, лошади имущества, значит, закат с них выплачиваем. Таким образом. А ученики Абу Ханифы, это Абу Юсуф и Мухаммад, сказали, что закат с них не выплачивается, что закат с лошадей вообще не существует, не должен выплачиваться. И они, как довод, привели хадис, который приводится в сборниках Бухари и Муслима, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Лейса аляль муслими», что мусульманин не должен «фи абдихи валя фи фарасихи садакатан». Не должен выплачивать, то есть садака, имеется в виду закат, потому что если должен, значит, закат, потому что же садака же оно добровольное, имеется в виду, поэтому садака бывает добровольная, бывает обязательная. И часто в Коране и в хадисах они, скажем, взаимозаменяем приходят. То есть, говорится, садака имеется в виду закат, говорит, закат имеется в виду садака. Поэтому, скажем, смотреть на контекст. Смотреть, поэтому здесь сказано то, что мусульманин не обязан платить садака, получается, если обязан, значит, закат, потому что садака человек платить не обязан, он отдает его добровольно, по своему желанию, нужно платить закат со своих рабов и лошадей. То есть рабы закатом не облагаются, и лошади закатом не облагаются, исходя из этого хадиса. Поэтому, скажем, и в книгах, скажем, фетв ханафитского мазхаба приводится, что это мнение более сильное по доводу. То, что закат с лошадей не выплачивается. Поэтому верблюды, коровы, бараны, то есть козы туда же входят к баранам, также закат не выплачивается, лошади вопрос спорный, но, иншаллах, скажем, более правильно, что закат с них не выплачивается. Все остальные животные закатом не облагаются. То есть не ваши какие-то животные будут, закатом не облагаются, но кроме одного случая. Если животные будут считаться товаром. Потому что как товар, если человек купил это животное, чтобы его продать, делать деньги, получается, это уже не корова, это уже товар, так ведь? Это не лошадь, это уже товар. Поэтому, если человек купил продавать, смотрим не как на лошадь, на корову, смотрим на как товар. Это потому что то есть сумма вложена в него и ожидаем прибыль с этой сделки, с этой продажи. Поэтому, скажем, в этом случае, скажем, если это товар, а не животное, значит, скажем, там уже не важно, какое животное. А если как животное, то только коровы, верблюды и
овцы, бараны, все другие животные, как закат, не выплачиваются. И преподавая в мадресе раньше, преподавая студентам главу заката, на экзаменах иногда нужно проверить знание человека, так, студента, что он понимает. Потому что фих — это такая вещь, когда нужно знать, что нужно понимать. То есть нужно и знание, и понимание одновременно. И просто иногда я ставил такие вопросы, закат, скажем, то есть с таких коров, с таких баранов, и, скажем, с 300 кур, да. То есть стал 300 кур. Потом, когда смотришь ответ, скажем, тут писал не нужно, тут там находил, да, писал 10 кур, 5 кур, 6 кур. Получается, студент, скажем, где-то прослушал, да, что-то упустил, скажем, и уже откуда взял, конечно, 10 кур, непонятно, да. Но главное то, что он, скажем, ошибся. Поэтому иногда приходилось так немножко хитрить в вопросах, чтобы, скажем, проверять, скажем, студентов, скажем, их понимание, их заучивание. То есть поняли, не поняли, или, скажем, выучили, не выучили, да, скажем, эти вещи. Таким образом, закат с животных разобрали. Он чаще всего у нас не такой актуальный вопрос, просто для информации, чтобы осталось, что такая вещь есть, потому что это же ислам. Если ислам, получается, мы должны все равно знать, что такие вещи есть в исламе. Пусть даже мы их не используем на практике, но их мы, скажем, примерно должны знать об этих вещах, потому что если скажем, так делать, то, что, скажем, нет сегодня, и вообще их не поминать, получается, мы там полрелигии, да, мы полрелигии, скажем, оставим это в книгах, да, скажем, и уже не будем людям преподавать. Потому что, скажем, мы сейчас живем в России, поэтому мы не можем, скажем, все там, да, скажем, вещи, которые в исламе есть, использовать. Но мы должны знать, что в исламе такие вещи есть, то есть хотя бы, чтобы, скажем, понимать, что, скажем, справедливость ислама, чтобы хотя бы понимать, что ислам такая, скажем, она всех охватывающая религия, что, скажем, ислам, скажем, заботится, скажем, о обществе и так далее. Исходя из этого мы понимаем, скажем, о роли, о важности ислама, какой он есть. А когда, скажем, мы знаем только намаз и тахарат, да, мы там, скажем, многие вещи не можем понять про ислам в общем чертах, да, что это такое. Поэтому в любом случае, есть на практике, нет на практике, эти вещи мы должны, скажем, хотя бы знать примерно, что такое в исламе существует, присутствует. И поэтому, скажем, из этой же главы приводится то, что в виде заката нельзя забирать, скажем, самых лучших животных. Нужно забирать только средних. То есть нельзя давать худшие животные, да, человек не может давать самые худшие животные, там больное тогда, и нельзя забирать самые лучшие животные. Потому что, когда в том же хадисе, когда Мухаммад послал Муаза ибн Джабаля в Йемен, и когда, скажем, сказал, что когда они начали читать намаз, научили, чтобы они выплачивали закат, и сказал в конце: опасайся у них забирать самое лучшее имущество. Потому что, скажем, то есть опасайся забирать самое лучшее имущество, потому что, скажем, дуа обижен так принимается. Напрямую, поэтому, если ты заберешь самое лучшее, ты человека обидишь. Поэтому, как сказали ученые, скажем, о животных закат, скажем, человек отдавал у себя дома, то есть посылался человек, который закат собирал, больше заката Мухаммад посылал их, и он приходил к нему домой. К нему на пастбище, к нему на луг, к нему на ферму, приходил туда к нему, скажем, то есть человек сам не брал, не шел, да, куда-то отдавать. К нему приходили домой, скажем, тот, скажем, больше заката приходил, считал, сколько есть у человека голов все, потом, скажем, вычислял, скажем, сколько нужно забирать, скажем, и тогда хозяин делил, скажем, эти худшие, скажем, пусть здесь стоят, их не трогай, это самые лучшие, это мои, вот, скажем, вот тебе средние животные, с них забирай, да, скажем, сколько нужно, вот этих животных и забирай, то есть только средние. То есть, поэтому, скажем, то, что самое лучшее, то, что откормить себе на мясо, то, скажем, какое-то, может, дорогое, скажем, какие-то, скажем, может, вот, скажем, который там принесет приплод, скажем, и так далее, да, скажем, такие животные не забираются. То есть, и самых лучших тоже не забираются. Потому что, представьте, скажем, вы бедный, так ведь. Вам приносят, скажем, вам приводят, скажем, какую-то хромую, там, для больного верблюда приводят. Что с ним делать? Который, может, завтра послезавтра умрет. Получается, закат, как будто человек избавился от имущества, которое ему не нужно, и передал бедному то, что он сам не нуждается, да. То есть, получается, скажем, забирая, все умрет, так и, да. Получается, скажем, нужно, скажем, чтобы думать не только о себе, думать еще о том, кто закат получает. То есть, именно исходя из этого, то есть, отдавать нужно самое, скажем, то есть, если человек захочет отдать самое лучшее, пожалуйста, это его право. Но силком у него никто забрать этого не может. И даже такой есть хадис,
что однажды посланник Аллаха ﷺ увидел среди животных, которые привели в виде заката, одного верблюда, у которого, скажем, то есть, язык был проколот, скажем, палкой. То есть, когда он родился, этот верблюжонок, чтобы он не сосал молоко матери, скажем, ему прокололи язык палкой, чтобы он не мог тогда, скажем, молоко сосать. И он, получается, он был худой. То есть худой, получается, больной был, потому что не получил нормальное питание, не получил молоко. И Мухаммад, когда увидел, что кто-то отдал, скажем, такое худое, получается, так, некормленное животное, Мухаммад даже сделал дуа против этого человека. Сказал, что пусть Аллах лишит его бараката его животных. И когда тот хозяин услышал, ему там довели, что Мухаммад делал дуа против тебя, за то, что отдал самое худшее, он взял самого лучшего, привел, это забрал, сказал Мухаммад, вот я свою ошибку исправил, вот забирайте самое лучшее, Мухаммад сделал ему дуа наоборот, то, что после Аллах даст баракат тебе в твоем имуществе. Поэтому нужно думать не только о себе, нужно думать еще и о тех, кто закат получает. Поэтому ислам должен думать о том, что твой закат, скажем, ты не идешь, тебе домой приходят, его забирают и уводят. Ты, скажем, ничего не делаешь, получается. Да? Скажем. С другой стороны, Мухаммад сказал, чтобы сборщик заката уехал довольным. Если приехал сборщик заката к тебе, пусть он должен уехать довольным. То есть его нельзя трогать, его нельзя обижать. Потому что, скажем, если человек там уехал из дома, так, куда-то поехал, где-то там ездит, да, там, скажем, потом если будут обижать его, скажем, кто-то будет ругать его и так далее, скажем, получается, скажем, тоже будет неправильно. Будет неправильно. Поэтому, как сказал один из подвижников, когда я узнал эти слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сбор заката всегда уезжал от меня довольным. Довольным, тем более сбор заката, как приводится в хадисе, как воин на пути Аллаха. То есть получает такую же награду. Если человек собирает закат, на это свое время тратит, он получает награду того, кто вышел на пути Аллаха. Поэтому глава заката, скажем, то, что просто такие примеры показывают, скажем, заботу ислама, скажем, обо всех. Так это. И, скажем, о том, кто закат выплачивает, и о том, кто закат получает. То есть забота, скажем, такая всеобщая, да, всеобъемлющая, то есть все туда входят, скажем, и, скажем, везде все справедливо. Все справедливо, то есть ни одна сторона не обижается исламом. Следующий вопрос, о котором мы уже говорили, это закат золота и серебра. То есть вторая категория, что закат выплачивается. Раньше было золото и серебро, как украшение вообще, скажем, и как деньги. Были золото и серебро, потому что были золотые монеты, динары, и были монеты серебряные, дирхамы. То есть других денег во время пророка Мухаммада в те времена не было, из другого материала. Хотя даже дирхамы, скажем, это и динары, это, скажем, это уже не арабские деньги. То есть арабы сами деньги не печатали, не чеканили. Это, скажем, были, скажем, персидские, то есть это римские деньги были, просто их там, они имели хождение среди арабов, скажем, и они, скажем, их, скажем, потому что динар, это уже римский динарий был когда-то, дирхам это, скажем, это иранские, персидские драхмы, просто, скажем, название, то есть мусульмане, скажем, то есть арабы все взяли, скажем, начали использовать, скажем, то, что пользуются они. И золото, серебро, они, скажем, как драгоценные, как ценные металлы, скажем, они всегда считаются драгоценными, так ценными, скажем, то есть редко бывает, чтобы их считали недорогими, так и металлами. Поэтому они, скажем, имеют ценность сами по себе, и с них закат выплачивается в любом случае. В любом случае, конечно, если выполняются определенные условия, то есть и считается, чтобы закат выплачивать, нужно считать все золото и все серебро, которым человек владеет. Неважно, это будет в слитках, будет золото, серебро, это будет, скажем, каких-то, скажем, какой-то там посуда золотая, серебряная, пусть хоть ее нельзя использовать, да, в исламе, нельзя с ней есть и пить, но если она есть у человека, то золотая, серебряная посуда, она тоже считается как золото, серебро, скажем, по весу. Если это неважно, это будет золото, скажем, в деньгах, так в монетах будет, скажем, и также и украшения. Украшения золотые или серебряные также считаются, по мнению большинства ученых. То есть в этом вопросе есть разногласия. Часть ученых считает то, что, скажем, украшения золотые и серебряные, то есть мужские там, и женские, роли не играют, что закат выплачивается, потому что это золото, скажем, и оно человек им владеет, оно есть, это богатство. А часть ученых считает то, что закат платить не нужно. Не нужно, там в книгах приводятся там, большие разногласия между ними, но в результате
иншаллах, более правильный, что закат с них обязательно. Обязательно, поэтому если у человека есть золото, серебро, он считает все так. То есть вес всего, что у человека имеется, скажем, если оно достигает нисаба, то он закат не выплачивает. И нисаб с золота, раньше это было, как сказал пророк Мухаммад, 20 динаров, то есть 20 золотых монет, и в граммах это входит примерно 85 грамм. Там, конечно, есть другие мнения, потому что раньше динара, в принципе, не взвешивал точно. Поэтому, ученые, они, считали многие вещи, ячменными зернышками. То есть, многие вещи, динар, столько, по весу, равен с таким там зернышком. И, такие вещи, ученые оставляли, потому что дирхам пропадет, так это динар, да, исчезнет, выйдет из обращения. А зернышки все равно останутся, так ячменные. Поэтому, когда книги читаешь, столько там зернышком и так далее, читаешь, даже интересно. Тут в наше время, то есть, в некоторых странах сидят, считают, да, зернышки, сколько они грамм весят. Поэтому, из того, что, не осталось такого точного взвешивания этих монет конкретного, потому что, плюс-минус сколько грамм можно было. Самое меньшее из них это 85 грамм, как сказали ученые. Есть там некоторые мнения, что чуть больше, около 90 грамм. Берем 85. То есть самое меньшее, то есть исходя из пользы для бедных. Если у человека будет золото 85 грамм, неважно, в какой форме, в каких видах, и серебра, если будет чуть больше, конечно, 595 грамм. Это раньше было 200 дирхамов. То есть 20 динаров, это примерно 80 грамм было. Получается, каждый монет, грамма 4 весит, так это выходит. Это около 4 граммов, а дирхамы, получается, чуть поменьше были по весу. То есть 200 дирхамов, почти 600 грамм. Почти 600 грамм серебра. Во время пророка Мухаммада, 1 динар был равен 10 дирхамам. То есть по курсу. Одна золотая монета была равна 10 серебряным монетам. То есть такой был курс, поэтому, их цена примерно была одинаковая. То есть разница не такая сильная была, как, в наше время. Потому что сейчас у нас с вами цена серебра золота очень так сильно отличается друг от друга. То есть нисаб золота 85 грамм, серебра 595 грамм, и выплачиваем 1/40. Если это золото серебра, то есть 1/40 часть, или 2,5%. От всего веса, который, достиг нисаба, потом, это золото пролежало год, так получается, и через год выплачиваем именно, если это само золото, серебро, сами драгоценные металлы. То есть можно отдать, золотом, то есть грамм это отдать, может, 2-3-4 грамма золота кому-то, и можно, отдать, по стоимости. По стоимости этого золота, но у нас с вами в настоящее время золото есть разные пробы, так ведь? То есть оно же по пробам считается у нас в России, в других странах считается то есть каратами считают золотом, у нас пробы ввели, поэтому, мы должны узнать стоимость этой пробы, которая у человека есть, и, потом выплачивать, то есть по ее стоимости. Потому что то, что, мы называем, чистым золотом, то есть 999 проба, так ведь, получается там 99,9% золота, в этом сплаве. А золото, материал, он же мягкий, поэтому, его нельзя использовать в чистом виде, как украшение, как монеты. Поэтому, помните в кино, пока золото, пробуй на зуб, так ведь? Потому что если золото, оно, там много золота, значит, золота, если много в сплаве, он может оставить следы от зубов. Если золота мало, значит, он будет очень твердый. Там уже следов не останется. Поэтому раньше так проверяли монеты именно, то, что много или мало золота в этом сплаве. Поэтому, если, самая такая, какая у нас самая известная проба? 585-я. Получается, если 585-я проба, там 58,5% золота. А там остальные 40% это уже не золото. Там серебро, и другие металлы. Потому что все сплав. Потому что как золото материал мягкий, если не будет сплав с другими металлами, он не может быть жесткий. Его нельзя использовать как украшение. Поэтому ты можешь, 585, значит, получается только 60% так золота. 40% там не золото. Серебро и другие вещи, но в любом случае, если по исламу, если в сплаве, золото больше половины, это золото все полностью считается. Если золото больше половины, больше 50%, этот сплав считается золотым, целиком полностью.
ну, раньше, сейчас, конечно, пробую так, получается, попробую, там у нас цены вот так отличаются, так, потому что чем больше золота, тем цена больше будет. А если в сплаве золота меньше половины, этот сплав не считается золотом вообще. Поэтому раньше, когда были золотые монеты, так, настоящие были фальшивые монеты золотые, потому что там настоящее там золото было, скажем, больше половины, фальшивое было золото меньше половины. Поэтому, скажем, это золотая закат уплачивался, это фальшивая закат не уплачивался, потому что она не золотая. Даже такая проба есть, то есть 375-я проба, там получается 37% золота, все остальное не золото. Значит, и, скажем, мы по шариату считаем, что это сплав не золотой, потому что золото в нем меньше половины. И золото, серебро, ну, считать, скажем, каждый человек считает свое. Потому что, скажем, хотя у нас в России принято то, скажем, что бюджет так общий, так и в семье. То есть и муж, жена, скажем, они все это складывают в общий котел, но, скажем, в главе заката такого быть не может. В главе заката должно быть, скажем, это мужи, это жены. Получается, скажем, мужские украшения, скажем, это его отдельно считаются, жена считает свои отдельно. То есть их нельзя перенять, потому что два разных человека. То есть по исламу получается, скажем, и мужчина, и женщина, скажем, они оба, скажем, финансово независимые. Должны быть, скажем, и, скажем, каждый, скажем, считает свои деньги. И закат выплачивается своего. Потому что вы сами же, скажем, если мужчина берет себе женщину в жены, он же должен ее обеспечить, так ведь. Получается, скажем, на его плечах ее кормить, одевать, скажем, приносить ей жилье, скажем, еду, скажем, одежду и так далее. Скажем, он обязан, это фарс, обязанность. Если не выполняешь, получается, человек совершает грех. Понятно, что скажем, нужно обеспечить, скажем, по мере возможности, так как то, что человек есть, скажем, то есть не больше того, что человек владеет. И как люди, скажем, как принято в этом обществе среди людей. Поэтому, скажем, если муж, скажем, жену обеспечит, скажем, это его деньги, он и считает сам. Если у жены есть деньги свои, значит, она сама считает. И, скажем, если, скажем, у жены, скажем, будет, скажем, 100 грамм золота, который муж ей подарил, да, и отдал. Вот если это ее золото, скажем, она сама заплачивает. Муж этого не касается. Если у мужа есть, скажем, муж сам оплачивает. Поэтому, скажем, ну, молодые, конечно, это понимают, но люди постарше, скажем, к этому у нас не привыкли, да, потому что, скажем, у нас все общее, да, там, потому что у нас все общее, мы привыкли, общая касса, скажем, люди не привыкли делить, скажем, это мое, это твое. А в главе заката делить нужно. Так, скажем, если, когда человек умрет, так наследство тоже нужно делить. Потому что, когда если человек умирает, его нужно наследство делить. Мы должны узнать, где его такая, то есть, где его собственность, его личная, чтобы ее поделить. Потому что, чтобы потом не поделить чужое имущество. Поэтому там можно, то есть, если, потому что, как сказал в Коране же, если умирает муж, так, значит, его имущество достается жене, так, часть, так, детям и так далее. Если жена умирает, значит, ее имущество делим мужу, там, детям и так далее. Получается, у жены тоже должно быть имущество. Может быть, свое имущество, которое, скажем, после смерти, скажем, разделяется между наследниками. И, скажем, также глава, скажем, развода. Так, если человек разводится, скажем, тоже как делить имущество. Там тоже, скажем, каждый забирает свое. Свое, то есть, скажем, то, что является его собственностью. Скажем. Поэтому, в любом случае, скажем, сложно или легко ли, но, скажем, имущество, скажем, в закате, там, в наследстве, скажем, оно раздельное. Раздельное, если, скажем, то есть муж, скажем, работает, скажем, жена работает, каждый свои деньги считает отдельно. Скажем, потому что, если, скажем, муж, жена заработают, скажем, собрали 200 тысяч, да, на двоих. Получается, скажем, закат платить не нужно, потому что, скажем, 100 тысяч, скажем, мужа, 100 тысяч жены. А 100 тысяч закат не уплачивается. То есть каждый, скажем, со своего. Это как подобно, скажем, и, скажем, два человека, скажем, имеют 40 баранов. У одного 20, у другого 20. Закат не платит так, потому что, скажем, 40 же есть, они, скажем, то есть половина только мои, половина же не мои, поэтому, получается, мы не можем 40 платить закат. Потому что, скажем, не сап, скажем, не достиг так. То есть общее число есть, а моих там баранов нет. Скажем, чтобы их число не доходит до никах, до нисаба. Поэтому, скажем, каждый смотрит на свое. То есть свое, хотя, конечно, в России у нас, скажем, не принято, чтобы у людей было много золота, так ведь? Так ведь у нас, скажем, принято, женщины, скажем, они, скажем, золотом не владеют, там, есть там серьги, там, кольца, там, пара штук, да, скажем, таких людей мало, чтобы там у них было там, по 100-200 грамм золота. А, к примеру, скажем, в той же, скажем, Турции, там махры по 300-400-500 грамм золота. Сразу, то есть махр, скажем, за меньше женщина замуж выйти не согласится просто. То есть за колечко, которое мы даем жене у нас в России, ни одна турчанка замуж не выйдет за нас, за вас, да, скажем, потому что, скажем, слишком мало, слишком дешево. У них там, скажем, несколько сот грамм золота. Поэтому, скажем, она, получается, уже владеет, скажем, значит, она закат не будет выплачивать.
получается, должна оплачивать с этого золота, если муж все ей передал полностью, весь этот махар. В наше время золота, серебра, как сказать, у нас с вами не так много, поэтому чаще всего, скажем, мало у кого достигает золото 85 грамм, и серебро достигает 600 грамм, да, практически. Но в наше время у нас есть с вами деньги, то, что золото, серебро заменяет, потому что когда-то золото, серебро сами были деньгами, но в процессе истории так произошло то, что золото, серебро перестали быть деньгами, их заменили, скажем, другими вещами, и даже когда первое время, когда золото, серебро перестали, вышли из обращения как деньги, и заменили бумажкам и другие виды деньги, даже некоторые ученые ислама считают, что деньги, закат с них платить не нужно. Потому что золото, серебро нужно, с них не нужно. Но впоследствии, вся исламская умма пришла к мнению, что деньги, они заменяют золото, серебро, потому что деньги стали какую-то ценность иметь, то есть на них человек покупает, продает что-то, они какую-то ценность имеют, поэтому с денег закат выплачивается. Но стал вопрос, нисаб. Какой нисаб с денег? Потому что во время пророка Мухаммада не было денег, значит он нисаб не оставил. Потому что золото сказал сколько, серебро сказал, а денег не было, поэтому конкретно ответа мы найти не сможем. И поэтому ученые начали привязывать деньги к золоту или серебру, то есть к одному из них. И там, когда пошли разные мнения между ними, считать по нисабу чего? По нисабу серебра, то есть, получается, по стоимости серебра, или, по стоимости золота. Некоторые ученые сказали, как это мнение Масаба Ханафи, что нужно привязывать к тому, что более полезно для бедных. То есть выходит к тому, что самое дешевое из них. Если, скажем, к примеру, золото будет стоить дешевле серебра, значит, мы привязываем к золоту. Если серебро дешевле золота, значит, привязываем к серебру, поэтому, считается, что, серебро всегда дешевле, чем золото. Значит, получается, мы должны привязывать именно к серебру. И, вот как раз, по-моему, вчера смотрел, позавчера, 595 грамм серебра, то есть чистого серебра, то есть, это не ювелирные изделия, потому что ювелирные изделия сами, когда может там наценка есть, да, заработать и так далее. То есть вчера серебро по курсу Центробанка стоило 32 рубля 40 копеек, 1 грамм. И если брать, 595 грамм, получается 19 278 рублей. Это нисаб по серебру, деньгами. То есть, выходит, если брать по серебру, то есть каждый тот, кто владеет 20 тысячами, у кого есть 20 тысяч, то есть 20 тысяч денег, которые, человек не использует, да, то есть не то, что человек должен использовать, да, на повседневные нужды. Они не считаются, а сверх этого, получается, каждый, кто владеет 20 тысячами, у кого там карточка, на книжке лежит, эта сумма, полгода-год, и человек ей не пользуется, начнет человек копить, да, хранить и так далее, значит, закат он должен выплачивать, больше 20 тысяч и больше. Это тут по этому мнению. То, что берем самое меньшее из них, то есть, значит, серебро. Другое мнение, что нужно брать по золоту, а не по серебру, так как серебро очень дешевое, и человек, владеющий 20 тысячами, не является богатым человеком, то есть в нашей стране, то есть не является человеком состоятельным и богатым, а, как сказано в хадисе, тухаду мин агнияихим, закат берется, забирается у богатых, фатурадду или фукарахим отдается бедным. И человек, который владеет 20 тысячами, считается ли богатым в наше время, в нашем обществе? Нет, так ведь. Потому что 20 тысяч, это, в принципе, это не деньги, да? Потому что 20 тысяч, человек не может жить нормально, привольно. Человек должен все равно себя экономить на такие деньги. Поэтому не может считаться богатым, имея 20 тысяч. И исходя из этого сказать, что нисаб по золоту, поэтому и, наш муфтият казанский ставит нисаб по золоту, а золото, оно, то есть и серебро, в принципе, их цена меняется постоянно, поэтому нисаб денег, он не может быть, одна сумма постоянно всегда, она такая, то есть она меняется, то есть, цена золота увеличилась, нисаб увеличился, цена упала, нисаб упал. И так, получается, каждый день, каждый месяц нужно смотреть, нужно корректировать его стоимость. И вчера,
грамм золота стоил 2490, то есть почти 2500, это чисто золото по курсу Центробанка, выходит, нисаб вчера был 211 650 рублей. Получается, в настоящее время, если брать по золоту, если у тебя есть, скажем, лишние 211 тысяч рублей, 212 тысяч рублей, у тебя они были в течение года, скажем, значит, скажем, закат выплачивается. Нет у тебя такой суммы, по золоту закат не выплачивается. Хотя, конечно, скажем, из того, что, скажем, шариат не привязал конкретно золото и серебро, то кто-то, конечно, может брать по золоту и смотреть, скажем, тоже 212 тысяч, да, это сегодня, потому что если завтра золото упадет, значит будет меньше, да, завтра поднимется, будет больше. Но в то же время, скажем, понятно, что по золоту 212 тысяч. Скажем, сумма все-таки нормальная, да? Нормальная сумма, хотя человек может не считаться таким супербогатым, но, скажем, если такая сумма у человека есть, скажем, он уже не такой бедный, да, в нашем обществе считается, и закат выплачивать он должен с них. В то же время, скажем, то, что между 20 тысячами и между 212 тысяч. Вот в этом, скажем, диапазоне, то есть между двумя цифрами, то, скажем, если по серебру, скажем, если человек имеет, скажем, 100 тысяч, да, и человек имеет 150 тысяч, в принципе, скажем, он, исходя по серебру, он может закат выплачивать. Если человек пожелает, если у него там 100 тысяч лежало, 150 тысяч лежало целый год, он их не тратил, скажем, то есть хранил, скажем, на что-то ждал, для чего-то копил, то, скажем, если он захочет, скажем, это закат. То есть, опираясь на нисаб по серебру, он может, скажем, 150 тысяч, скажем, берем, скажем, делим на 40, скажем, то есть и 1/40 этой суммы человек отдать может, скажем, как, скажем, поэтому, скажем, он может, конечно, ждать золото, да, не давать. Если человек взял себе такую позицию, что только по золоту и все, значит, он ждет, пока у него будет по золоту появится нисаб. Если, скажем, он, скажем, захотел все-таки закат заплатить, скажем, а нисаб серебра, скажем, все равно, скажем, у него деньги позволяют, да, скажем, у него нисаб уже превышает давно уже нисаб серебра, он и так закат отдать может. Если он желает, скажем, пользу бедным, скажем, нуждающимся, он сейчас закат выплачивать может, потому что, скажем, нет такой привязки, да, скажем, не скажешь, что золото или серебро. Человек может, скажем, и то, и другое выбрать, в принципе. Поэтому желающий может закат выплатить спокойно, без проблем. То есть именно с денег. Поэтому, когда спрашиваешь о нисабе золота, то, скажем, то есть люди хотят знать какую-то сумму постоянную, да? То есть постоянной суммы не бывает. Как я сказал, что она постоянно меняется. Например, скажем, в 2008 году нисаб был 57 тысяч рублей. Там золото стоило дешевле. Уже, скажем, к 2011 году стал 100 тысяч рублей стал. Сейчас 200 так. Получается, вот за последние, скажем, сколько, 2008 года, за последние 8 лет нисаб вырос в 4 раза. То есть золото подорожало в 4 раза, как минимум, с тех времен. То есть там грамм стоил дешевле, сейчас грамм начал стоить намного дороже. А серебро, в принципе, осталось такое же. То есть серебро, скажем, как было, скажем, там 30 рублей примерно, так и уже за последние лет 10 сумма не меняется. То есть золото дорожает, серебро, скажем, остается таким же дешевым. Как я говорил, что во время пророка Мухаммада салям серебро и золото были примерно одинаковые по стоимости, то есть 1 к 10, но после смерти пророка Мухаммада салям золото пошло резко вверх. И с тех пор, скажем, оно уже, скажем, не опускалось. С тех пор, скажем, оно так не опускалось, то есть разница в стоимости была значительной, существенной, потому что 30 рублей, скажем, и 2,5 тысяч, так ведь. То есть разница все-таки громадная выходит в наше время. Поэтому можно привязать к золоту. Если человек пожелает, может привязать их к серебру. Если он хочет платить закат, скажем, привязок к серебру, и закат выплачивает, скажем, каждый год, скажем, ну там сколько там, если 1/40, если будет 200 тысяч, так отдаем сколько? 1/40, 5 тысяч. То есть раз в год отдаем 5 тысяч, и все. То есть, в принципе, в исламе, скажем, это был единственный налог. В исламском государстве закат и все. И тут отдается не государству, а отдается людям, так и передается. То есть там, скажем, не было налогов так. То есть там не было налогов с прибыли и так далее. Поэтому, скажем, человек, который владел деньгами, он только раз в год отдавал закат, скажем, 5 тысяч с 200 тысяч, скажем, и больше уже целый год его никто не трогал. Только если человек сам хотел отдать в виде садака добровольно, тогда он давал. Если не хотел, то его никто заставить не мог. Поэтому, скажем, то есть закат сумма не такая большая, так вот, в принципе. Не такая большая, но, с другой стороны, тот, кто владеет, у кого есть 200 тысяч, да, не каждый закат он отдаст. Кто владеет миллионами, так закат давать будет сложнее. Так, там сумма будет больше же, и, скажем, можно, скажем, отделить так от своего сердца, часть этого имущества будет намного сложнее. Поэтому, чем человек богаче, тем, наверное, сложнее расставаться с деньгами. Чем человек, скажем, беднее, скажем, да, он, скажем, легко с ним расстается. Но чаще всего. Есть, конечно, исключения могут быть, но чаще всего происходит именно таким образом. Джазакум Аллах хайран, баракаллаху фикум.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.